Всем привет! Мы находимся в семейном поселке Снегири. За моей спиной одноэтажный дом, который мы построили год назад. В этом году нас пригласили сделать внутреннюю черновую отделку. Сделать утепление полов, утепление кровли, сделать перегородки. Пойдемте, господа, со мной покажу. Покажу процесс преображения дома. Позвольте сразу немножко о планировке. Смотрите, есть предбанник. Ну, такая общая зона, немного хозяйственная. Здесь коляску можно положить, не знаю, лопаты, что-то хозяйственная часть, да. Потом проходим. Здесь у нас такой тамбур. Разделись, прихожая. Здесь у нас прихожая, мы раздеваемся. Что нравится, котельное помещение возле входа. То есть грязная зона, она здесь. Причем она просторная. Здесь, в этом районе, делается газ, поэтому мы заложили пластиковое окно согласно норматива для газовых помещений. Будет газовый котел, на резерве электрокотел, все подводки от скважины, то есть вся техническая часть здесь. И она, как видите, просторная. Небольшой холл, гардеробная, спаленка, кухня, туалет и еще одна спальня. В целом круто. На стадии строительства дома мы брус строгали рубанком и делали небольшие декоративные фаски. Прошло время, и заказчик что делает? Блин, мне понравилось. Дело в том, что в конце у бруса ворс слегка раскрывается все равно, и смолы выделяются. И вот эти смолы, микронеровности заказчик шлифмашинкой сейчас убрал. То есть он подготавливает поверхность под покраску. Выглядит вот просто красота. Он чистый, аккуратный, он очень красивый. Это как будто, это вот имитация бруса с декоративными красивыми щелочками. То есть такая естественная эстетика древесины. Красота, красиво, красиво. Конечно, это шпаклевкой можно замазать, это все закрашивается, и вы даже это не увидите. Она будет абсолютно ровная. Но эстетика и красота стены, ровность стены, она уже есть. Вообще ни занос, ничего. Очень красиво. Очень красиво. Итак, все комнаты. Вот туалет тоже посмотрите. Тоже красота помещения. И можно разместить все. Душевая кабинка, или душевая часть, унитаз, зеркальце, рукомойник и как-то сетка и столик для мелких всяких вещей. Все комфортно. Окошко открыл, проветрить помещение, чтобы от повышенной влажности. Все классно. Проходим на кухню. Вся техническая часть тоже рядом, это очень удобно. И я, допустим, здесь готовя, да, я могу любоваться и смотреть, наблюдать за своими детьми. Кто подъехал, мой двор? Да, смотри, кто подъехал? Ага, муж приехал. Естественно, эстетика, да, вот стен. Кто-то скажет, ну зачем, вот все в дереве. Ну, а кто-то покрасит, зашкурит вот так вот, герметиком, шпаклевкой все замажет, покрасит, и можно иметь дом, причем в разных цветах. Можно красить. Здесь будет один цвет с деревянной легкой текстурой. Там полностью в полный мат вывести стены, да. Тут легкую текстуру дерева оставить. Можно менять и перекрашивать стены хоть каждый месяц под свой вкус. В этом тоже есть большие преимущества. И, кстати, не надо забывать, что мы живем в деревянном, в экологичном доме в современное время, когда в городе большая загазованность, когда еда наполовину химическая, да, всякими диоксидами серы, там, с мальтодекстрином, когда воздух еще, предприятия какие-нибудь большие рядом, крупные, не будем названия говорить, а мы живем на свежем воздухе, в экологичном доме, в доме деревянном. Кстати, смолы – это экстрактивные вещества, которые они все равно выделяются здесь. Они есть. И они благоприятно влияют на здоровье человека. Вот, кстати, плюс. Сам по себе экологичный дом, который способствует еще оздоравливанию человека. Это же классно. Дерево дышит. Воздух всегда свежий. Циркуляция, естественно, идет. Круто. Круто. Красивый экологичный дом. Свой дом. Свое место. Место красоты, место силы, место счастья. Я не рассказал о технологии. Я увлекся этим процессом. Мы сделали пол. Что мы сюда заходили-то? Мы сделали пол фанерный. Утепление здесь 20 сантиметров.
Не буду уходить глубоко, что там слои, там пленка ветрозащитная, утепление, 20-ка, базальтовый утеплитель. А потом идет пленка пароизоляционная, всеми лентами все проклеено, все герметично, как всегда. Потом выставлены лаги, пошла фанера в шахматном порядке, все четко расчерчено, как обычно, видите эти квадраты. То есть все, как всегда, классно. То есть пол и потолок тоже 20 сантиметров утепления. Рулоны пленок здесь сделаны, между собой пленки все проклеено герметично, также с древесиной все проклеено, чтобы единые маты были, чтобы никак пары бытовые, никак не проникали в утеплитель и его не разрушали. То есть максимально классно сделали пол, максимально классно сделали потолок. То есть уже есть поверхности, не только вертикальные, но уже есть горизонтальные поверхности, есть уже какой-то жилой объем. Дело идет, дом обустраивается, сейчас дело, грубо говоря, за коммуникациями. И смотришь месяц второй, и здесь можно уже жить. Даже элементарно с электрообогревателем, но уже можно под лампочкой Ильича. Уже можно даже с этого стартовать. Что-то да, уже можно делать. Главное начинать, главное что-то делать с малого, маленькими шагами, маленькими шагами, маленькими шагами. Дом готов. Так что, дорогие друзья, будем рады и вам в этом помочь. Также с кайфом, также с душой, также ответственно постройте вам дом вашей мечты. Ваши уже мечты. Встречаемся на консультации. Ваш центр домостроения.